Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. И в гостях программы «Персонально ваш» сегодня экономист Рустем Шаяхметов. Здравствуйте, Рустем Раисович. Добрый день. Прямая трансляция нашей программы не только по радио, но и в Ютубе ведется. Там есть чат, можете общаться между собой, а также присылать вопросы нашему гостю. Плюс у нас традиционный телефон, с помощью которого можно слать сообщения в СМС, в WhatsApp и Телеграме также работает. Номер +7 927 304 1051. Начнем с темы, которую вы подняли сегодня, написав пост в социальных сетях, и у нас вот он вышел на сайте «Эхо Москвы» в Уфе. Вы напомнили, что 20 марта 1919 года Башкирия получила автономию. В общем, событие, которое в последние годы обсуждалось, мы говорили, что было столетие республики. Другое дело, что это не очень пышно отмечалось. Вот почему вы решили вновь эту дату вспомнить? Какое она имеет отношение к сегодняшнему дню? Ну, надо помнить свою историю и с чего началось все. Дело в том, что, конечно, не в 19 году началась история создания Башкирии, имеется в виду как республики, но именно в это время сумели создать автономию. Дело в том, что, в принципе, создание автономии нашей республики заложило процесс федерализации России. И это тоже очень важно, это значение нашей республики в федеральном масштабе. И благодаря вот этой сильной позиции, которая была в тот момент у Башкирии, а это и наличие собственной армии, и наличие собственного управления, позволило, в принципе, возродить государственность и уже заговорить о национальных автономиях, потому что в тот момент ни белые, ни красные не собирались создавать автономии какие-либо национальные и в какой-то мере копировали управление Российской империи. Вот кратко. Ну вот прошло 100 лет, сейчас, понятно, как бы разговоры о федерализме, они, если и заводятся, то где-то вот у нас на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, об этом говорить не сильно модно, но хотя бы в экономическом смысле все-таки говорить об этом хочется. Правильно ли я понимаю, что вы все-таки сторонник того, чтобы регионы крупные, сильные, обладали большей самостоятельностью, нежели они обладают ею сейчас? Вы знаете, самостоятельности и сейчас не так уж мало. Я за то, чтобы эффективно использовать возможности существующие. Вот каждый пользуется по-разному. Вот если взять Татарстан, в 1995 году у них валовой региональный продукт был ниже, чем у Башкирии. Сейчас мы очень сильно отстаем. То есть за 25 лет мы потеряли свои преимущества. И это говорит не о том, что Татарстан более, скажем так, у него больше полномочий. Они более разумно их используют. Я считаю, что региональная политика должна быть более самостоятельной. И не надо ждать, что нам сверху что-то скажут. А у нас, к сожалению, вообще в политике, если взять, вот я сталкиваюсь с чиновниками в своей работе, и все больше и больше вижу, что они боятся проявить какую-то свою инициативу. Они боятся что-то сказать лишнее, как бы их за это не наказали. Если взять 90-е годы, свободы, не столько свободы выражения было больше, и самое главное, чиновники меньше боялись, что их ударят по рукам. И был соответствующий эффект в результате этого. Я за то, чтобы была самостоятельность принятия решения и ответственность одновременно. А вот если взять уже сегодняшний день, с учетом того, что многие годы упущены и многие возможности прошли мимо нас, разве это поможет в беде, как говорится? Разве сейчас не лучше как раз-таки заниматься тем, чтобы клянчить деньги у Москвы и, в общем, развивать ту линию, которую анонсировал, по сути дела, глава республики, да? Помните, он говорил, что там в каждом кабинете должен сидеть башкир с папочкой, который ждет аудиенции, чтобы денег пробить? Но деньги лишние не бывают, и если будут больше федеральных денег, это будет плюс, потому что если взять развитие дорожно-транспортной системы Башкирии, без участия федерального бюджета мы не сможем
эффективно развивать свою сеть улично-дорожную. И поэтому здесь надо приходить с хорошим стратегическим планом, с конкретными проектами, которые реально улучшают ситуацию. А вот здесь у нас целая большая проблема. У нас фрагментарно очень часто хватаются за что-то, они смотрят, что еще вот это дополнительно надо делать. И вот это самая большая вина не только, кстати, Башкирии, а также большинства регионов России, где нет системного подхода к решению проблем. Но вот все-таки вновь попробую возразить. Глядя за тем, как работает Хабиров и его команда, вот он всякий раз, в социальных сетях в том числе, пишет, что мы планомерно работаем над тем, чтобы развивать экономику. Приводят цифры, что у нас, несмотря на сложности 2020 года, есть рост промышленного производства. Постоянно выкладываются, значит, фотографии с визитов того же главы республики на предприятии, как то в минувшие выходные. Встреча с руководством УГМК, посещение вертолетного завода в Кумертау, постоянное информирование о том, что вот ТАСЭРы, значит, и особую экономическую зону Алга мы тоже будем двигать вперед. И все это в конечном итоге, являясь частью системной работы, принесет результаты. Вы верите в то, что они принесут результаты или нет? Понимаете, мы неправильно ставим акценты развития. Вот мы говорим о промышленном производстве, они действительно большая доля. Около 40% это промышленность у нас дает взнос в валовой региональный продукт, а остальное другие направления. Очень сильно развиваются сейчас цифровые технологии, развиваются биотехнологии, но у нас этого развития нет. Дело в том, что проще занимать какие-то большие сегменты в развивающемся рынке, когда он не занят, а мы бьемся за старые рынки, в которых уже есть свои тренды, есть свои законодатели МОНДы, а мы говорим, а мы еще там займем 2%, но вот за эти 2% мы столько много отдаем ресурсов, в результате получается, что больше мы отдали, чем получили. Нам надо развивать нефтегазовый комплекс, но я бы хотел отметить, давайте посмотрим цифры вот советских времен. У нас добывалось, скажем, 80-е годы, да, последние, это порядка 30 миллионов тонн нефти, сейчас 16 миллионов тонн. Перерабатывалось в 80-е годы 60 миллионов тонн, сейчас 22 миллиона тонн. И, к сожалению, если мы будем сравнивать с советским периодом, мы увидим, что 90-е годы и очень сильно нас разрушили, и мы не сумели это восстановить. Но надо жить не прошлым, надо жить будущим. Нам нужно создавать инновационные площадки, чем у нас не занимаются. У нас занимаются административными функциями, пытаемся что-то объединить, разъединить, но это не цель должна быть. Цель должна быть создание высокодоходных структур, которые позволяют нам формировать уже внятную социальную программу развития. Ну, хотелось бы в этом случае конкретные примеры, что ли, хотя бы один, да, вот что нам нужно сделать? Неужели мы должны попытаться создать какой-то наукоемкий кластер, как, например, Силиконовую долину? Разве в этом случае тоже не занята уже ниша? Ведь у нас, в принципе, отставание огромное, у нас нет ничего в этом направлении. Вы знаете, если мы посмотрим Украину и Беларусь, развитие цифровых технологий, у них темпы развития в 4-5 раз выше, чем в России. У них ниже потенциал, у них меньше возможностей. Но они сумели создать условия, и Украина и Беларусь экспортируют программное обеспечение в несколько раз больше, чем Россия. Нам надо создавать условия. И не надо говорить, что мы отстали. Есть у каждой страны свои точки отставания и точки развития. Нам развивать надо эти точки развития. У нас сейчас неплохо развита генетика. И если мы сейчас не начнем это развивать, через 5 лет мы отстанем. А если мы отстанем, то мы опять будем бить себя в грудь и посыпать голову пеплом. У нас это в Башкирии или в России вы имеете в виду? Генетика? Нет, в Башкирии генетические технологии мы входим в 5 лидеров сейчас. Но там сильно меняется ситуация. Надо вкладывать и развивать инновационные площадки. Посмотрите, очень хороший опыт Татарстана. Они создали Иннополис.
Туда вложили 25 миллиардов рублей. И за счет создания этой инициационной площадки они создали, согласно отчету, вот я смотрел недавно о инициационной деятельности, порядка 3000 высокодоходных мест. Они создали инновационную площадку с потребностью рабочей силы, которая во многом восполняется университетом Иннополисом, в котором учатся около 800 человек. Потому что они пошли комплексно. Они не стали создавать отдельный университет, который создает хороших специалистов в узкой сфере. Они сразу пошли комплексный подход. Они создали инновационную площадку с потребностью рабочей силы, высококвалифицированных кадров, не побоялись вложиться. Своих денег они вложили свыше 6 миллиардов и создали, они не просто вкладывались, они сначала создали программу развития, они создали дорожную карту. И по этой дорожной карте они четко, конкретно шли. А то, что мы создаем, вот, да, надо. И вроде как вот IQ-центр, я сразу вспоминаю, который у нас на Заки-Валиди успел прославиться там чем-то жирафом и спальней, по-моему, которую в итоге пришлось отменить. Ну, это как бы шутки шутками, но все-таки IQ-центр, да, это же что-то такое, о чем вы говорите? Да. Вот, понимаете, должна быть цель. Для чего создается IQ-центр? Какая его будет специализация? Какие направления у него приоритетные направления будут? Вы можете сказать? Я нет. Я тоже нет. А если у нас нет конкретного приоритета развития, куда будут направляться наши усилия? В том, что притащить туда айтишников, притащим мы туда айтишников. Айтишники тоже будут думать, а в каком направлении им работать. Нужно сначала поставить цель. Для чего это делается? На основе этой цели создаются приоритетные направления. И в соответствии с этими приоритетными направлениями создавать инфраструктуру, создавать кадровое обеспечение и уже привлекать компании для реализации этих задач. Именно так в Татарстане поступает по развитию именно информационных технологий. И вообще инновационное развитие у них идет более качественно. Они, получается, в 2,5-3 раза у них больше объем производства инновационной продукции. Но это прежде всего связано с тем, что они ставят конкретные цели, задачи, достижимые, кстати, цели, и их реализовывают, то есть и формируют механизм их реализации. Угу. Все не так сложно. То, что должна быть конкретная конечная цель, здесь я, наверное, поспорить не могу и соглашусь. А вот есть ли, на ваш взгляд, люди, специалисты у нас в республике, которые способны эти цели поставить? Может быть, они есть уже в правительстве, но им не дают это сделать? Или таких людей не берут, в принципе, в правительство, но они где-то есть рядом, и вы их знаете? Я скажу так, что такие люди есть. Есть и в республике, есть и в России. Дело в том, что в Татарстане, когда они начинают реализовывать ту или иную задачу, они не ограничиваются только республикой. Допустим, я могу сказать, вот в университете Иннополис преподают преподаватели из 24 стран. И, естественно, они создают новые системы обучения, которым они потом тиражируют на свои уже обычные вузы. И это позволяет им повышать качество образования. И здесь надо поставить задачу, а люди найдутся. Под хорошую задачу и из Москвы приедут, из Питера приедут. Но, естественно, надо еще создать систему оплаты, чтобы они видели, что они работают не за копейки, а конкретно в соответствии с вложенным их. Ну так вот, у нас ведь тоже решили систему обучения развить и улучшить, и, соответственно, и денег больше привлечь. Именно этот аргумент звучит, когда говорят, что нужно объединить БГУ и УГАТУ. Разве это не направление вот туда, о чем вы говорите? Понимаете, опять, почему нужно именно объединять? А почему нам все говорят, что проблема в деньгах? И тоже в самое время, когда смотрят структуру управления, оказывается, что управленцев в УГАТУ больше, чем преподавателей. А научная деятельность фактически ведется там фактически ее в большинстве случаев нет. А о каком может быть развитии речь? От того, что мы привлечем еще 1 миллиард. Куда уйдет?
на текущие нужды. Закупятся оборудование, какие-то высокоточные Какое? приборы. Какие лаборатории будут создаваться? Я не услышал. Ну, в А УГАТУ... какие приоритеты будут? Я не услышал. А какая цель объединения? Я не услышал. Важно не объединение, важно поставить, что мы хотим. Нам, вот, чтобы было понятно, вот когда мы вызываем сантехника, нам же не нужен специалист из Гарварда, да? Мгм. Нам нужен хороший сантехник, который сделает выполнить нашу задачу. Когда мы едем в автомастерскую, нам нужен хороший механик, который там, если нам нужна диагностика двигателя, чтобы он диагностировал этот двигатель. То есть у экономики есть свои потребности. Если в нашей экономике нет потребности в высококвалифицированных кадрах, эти кадры будут уезжать после окончания вуза. Поэтому первая причина – это создание инновационных площадок, где будут высококвалифицированные кадры, нужны потребности, и тогда под это сформировать научно-образовательную систему. Мгм. А не наоборот. А вот- Научно-образовательная система не создает новые места. Мгм. То есть они как? Они могут создать для обучения, но нам же нужно, чтобы эти люди, которых мы обучили, где-то работали. Да, А где они понятно. Выпускник школы должен понимать, что он пойдет на работу туда-то, а чтобы пойти на работу туда-то, ему нужно учиться там-то. А тут как бы нет вот этой вот Вот я преемственности. прошел вот в прошлом году у меня сын поступал в вуз. Я спросил его, куда он хочет идти. Вот в конечном итоге, когда он поступил в Баумана университет, то есть все хорошо, он мне сказал честно: пап, если мне предложили бы учиться в университете типа уровня БГПУ в Москве и УГАТУ в Уфе, я выбрал бы БГПУ. Почему? Потому что в Москве больше возможностей реализации. Почему едут в Казань? Потому что там больше возможностей реализации. Не потому что они умнее, они изменили систему, и нам нужно менять эту систему. Я думаю, у нас много людей, которые могут это делать. Надо именно продумать и подходить. Не просто, что давайте вот это сделаем, и не слышать людей, а просто-напросто взвешенно принимать решения, и чтобы решения были системные. Чтобы мы не просто решили одну проблему в конкретном месте, а все остальное вот как бы это повисло. Может быть, есть смысл просто отпустить ситуацию, условно говоря, дать возможность людям и экономике самой разобраться, в общем, и ниши заполнить, то есть как-то стимулировать предпринимательскую активность, а дальше все будет хорошо. Или все-таки государство должно направлять людей вот туда, куда нужно? Она должно не направлять, оно должно стимулировать. При Хамитове ничего не было. Все сидели и ждали. В результате мы отстали еще больше. Как же, при нем, я помню, постоянно звучали понятия кластера, оно вообще было введено в обиход. Тот 5-10 кластер. Я часто шучу о том, что обещать жениться не означает жениться. Здесь то же самое. Громкие заявления не были подкреплены ресурсами, не были подкреплены действиями, не было конкретного развития. У нас создавалась определенная имитация, что что-то делается. Но когда приходило время принятия решения, а принятие решения очень зачастую затрагивало интересы тех или иных, скажем, людей. И здесь у нас все стопорилось. Сейчас у нас очень быстро принимается решение, зачастую затрагиваются интересы многих людей, но от учета их интересов как-то мало. Мы должны создавать систему созидания коллаборации. То есть и там, не слава богу, и здесь ничего хорошего. А что надо сделать-то? То есть раньше были нерешительными, теперь решительности хоть отбавляй. Да, решительность хоть отбавляй. Но, вот, а чего не хватает? Знаний? Компетенций? Дело в том, что у меня сложилось такое впечатление, что вот, скажем так, establishment в республике считает, что он знает, что нужно делать за всех, а остальные должны не мешать им. Это главная ошибка.
Надо понимать, что очень часто человек очень неудобно критикующий, очень неудобно говорящий о промахах, он тоже беспокоится о развитии, и его идеи могут не в меньшей степени оказать содействие развитию. Понятно. Мы продолжим разговор в программе «Персонально ваш» с экономистом Рустемом Шаяхметовым через несколько минут после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. В Москве 13 часов 30 минут. В студии Марина Старостина. Средний час на Эхе. Краткий выпуск новостей. В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно снимать ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, власти регионов вправе принимать решения о послаблениях. Таким образом, он прокомментировал инициативу крымского руководства снять ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с предстоящей годовщиной присоединения полуострова к России. Власти Санкт-Петербурга признали, что город может столкнуться с третьей волной коронавируса из-за сложностей с вакцинацией. Представитель городского комитета по здравоохранению отмечает, что сейчас есть недостаток первого компонента вакцины «Спутник». Его хватит только на неделю. Новые поставки запланированы до конца недели. Сингапур и Австралия могут первыми в мире признать цифровые паспорта вакцинированных, сообщает местная пресса. Пока официально эта информация не подтверждается. Между тем, на этой мере настаивают чиновники, ответственные за торговлю и туризм. Одновременно компания «Сингапурские авиалинии» со вчерашнего дня первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение, в которое загружается информация о вакцинировании пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител. Как отмечает ТАСС, это приложение пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон. Ближайшие хоккейные матчи в России будут начинаться с минуты молчания в память об игроке молодежной команды петербургского «Динамо» Тимуре Файзутдинове. Во время гостевого матча в Ярославле на днях в хоккеиста попала шайба, удар пришелся на сонную артерию, спортсмен был госпитализирован в критическом состоянии, спасти его не удалось. Тимуру Файзутдинову было 19 лет. Крупный астероид пролетит сегодня в непосредственной близости от Земли. Небесное тело обнаружили всего несколько дней назад. Тему продолжит Алексей Усин. Фактически астероид пронесется между орбитами Земли и ее естественного спутника Луны на расстоянии менее 300 тысяч километров. С той скоростью, с которой он преодолевает пространство, болид мог бы достичь нашей планеты всего за несколько часов. Эксперты Центра по изучению космических объектов в ближнем космосе НАСА обнаружили его совсем недавно, 10 марта. Точные параметры небесного тела ученые пока не определили, но предполагается, что он размером с многоэтажный дом до 38 метров в диаметре и относится к группе Аполлона. Астрономы уверяют, что появление столь крупного объекта на столь малом расстоянии от поверхности Земли довольно редкое явление. Вычисления показывают, что угрозы человечеству этот астероид не представляет ни сейчас, ни в ближайшем будущем. На заключение о погоде в Москве сейчас плюс 3 градуса, ночью обещают до минус 3, завтра днем плюс 2-4 градуса, местами небольшие осадки. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Премьера в Башкирском государственном театре кукол. 19 марта приглашаем детей и их родителей на спектакль по мотивам башкирских сказаний и легенд «О чем поет орнамент». Впервые на сцене театра кукол зрители увидят все метаморфозы, которые происходили с башкирским орнаментом, начиная с первобытных времен и заканчивая тем, каким он стал сегодня. Начало в 19 часов, категория 6+. В эту среду после 13 часов слушайте программу «Защита Буркина». Все о нестандартных методах и секретах защиты в сложных делах. Ведущий эфира – юрист Виталий Буркин. 17 марта в гостях студии «Эхо Москвы» в Уфе директор департамента по обеспечению безопасности в сфере недвижимости и юридических услуг Алексей Нилов и директор оператора недвижимости «Перспектива-24» Лейсян Басырова. Слушайте эфир в среду в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
«Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Ложь. Ялган. Лживый мир. Ялган дөнья. Лживый мир. Ялган дөнья. Ради Хабиров заявил, что мы живем в довольно лживом мире. Ради Хабиров, без шактый ялган дөньяда яшибез диде. Ради Хабиров заявил, что мы живем в довольно лживом мире. Ради Хабиров, без шактый ялган дөньяда яшибез диде. «Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Персонально ваш. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш». В эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, а мой сегодняшний гость – экономист Рустем Шаяхметов. Напоминаю, что работает номер для смс-сообщений, сообщений в WhatsApp и Телеграме, +7 927 304 10 51. Также чат в Ютубе работает. Вижу, что пишите положительные отзывы по поводу сегодняшнего гостя. Спасибо. А мы продолжим. Вот, закругляя, наверное, тему, все-таки, которую мы начали, касательно объединения вузов, она сейчас горячая довольно. То есть вы согласны с теми, кто выступает против, прежде всего потому, что нет четко обозначенной конкретной цели. И аргументация, которая говорит, что мы просто денег много получим, она вас не убеждает. Совершенно верно, потому что те деньги, о которых идет речь, они не являются критическим для развития вузов. Там, если посмотреть общее финансирование, то там прибавится, но это не будет критической массы изменяющей системы. Поэтому я считаю, что нам нужно поставить цели перед научно-образовательным центром и в соответствии с этими целями осуществлять. И если действительно объединение вузов является выгодным, их надо объединять. А если нет, то лучше не трогать. Вот моя точка зрения такая. Смотрите, они говорят, что если они объединять, то через 10 лет мы потеряем вузы или как минимум один из них полностью. Вот если предположить, что цель, о которой вы говорите, появится, но вузы объединены не будут. Вот в этом случае, в этом раскладе есть шанс добиться успеха? Конечно. Вопрос, есть очень много вузов, вот я посмотрел, мы часто сравниваем себя с Казанью, да? Там вузов получается в 2,5 раза больше, чем у нас. Но это не мешает развитию. Есть вузы значительно меньше, чем у нас. Вот Иннополис, 800 человек обучения. Он ворвался в элиту вузов не только России уже, а и Европы. И это факт. И нам нужно создавать именно такие же структуры, которые позволят это делать. Для этого нужен фонд развития, выделять для этого деньги. Это достаточно 3-4 миллиарда в год на развитие вот этих новых инновационных площадок и формировать инфраструктуру. И это позволит нам дальше развиваться. Вроде да, ну а деньги-то где взять? Ведь нам чиновники объясняют, что под что попало Москва денег не дает, а вот под объединение нам денег дадут. Ну, во-первых, я скажу так, что содержание университета Иннополис, абсолютное большинство финансирования идет за счет республиканского бюджета Татарстана. Там есть часть партнеров, часть немножко федеральная, но основа это, кстати, республиканский вуз, чтобы было понимание. Ну да. И здесь, я считаю, только на федералов надеяться не стоит. Они не будут решать наши проблемы. Они будут решать свои проблемы. Но нам надо сделать так, чтобы они увидели, что мы, решая свои проблемы, решаем проблемы нашей страны, и тогда у них изменится ситуация к нашим предложениям. Смотрите, между тем, даже вот сейчас, если посмотреть на промежуточную статистику, мало позитива. Например, за январь и февраль поступления в бюджет республики стали ниже на 17%, чем за аналогичный период прошлого года. Хотя мы помним, что прошлый год в целом завершили мы с приличным дефицитом, а тут мы уже на 17% меньше заработали. Значит ли это, что нас впереди ничего хорошего не ждет, а будет только хуже? Ну, надо учитывать, что тогда не было еще пандемии в полном объеме. И мы жили еще,
скажем так, эхо до пандемии. Да, январь-февраль мы жили как обычно, это правда. Мы только слышали, Вот. что где-то что-то появилось. Единственное, у нас началось падение нефтяных цен. Вот. И надо помнить, что у нас, смотрите, Башнефть потеряла свои рынки и снизила свои доходы с 700 миллиардов, это нетто-выручка, до 400. Это достаточно значительные суммы и для республики, потому что если мы посмотрим, сколько давала Башнефть, мы эти деньги в этом году не получим. Потому что такое убыток 11 миллиардов? Он же переходит уже в этот год, и также, то есть вот эти суммы, значит, мы не получим. Это достаточно существенная сумма. Это последствия как пандемии, и так особенности ориентации нашей экономики. Понимаете, мы очень сильно зависим от нефти. И когда мы говорим, что там наше машиностроение, там прочее, все это завязано на нефтегазовом комплексе. И нам надо потихоньку от этого уходить. Но не уничтожая его, а создавая условия, чтобы он также развивался, но давая приоритет инновационным новым секторам экономики. То есть нам нужно развивать новые сектора, которые дают большую и более быструю отдачу. Смотрите. Но для этого надо вкладываться. Вот, по поводу вкладываться и что-то решать. Премьер-министр Андрей Назаров, который сам много-много лет работал в бизнесе, который, в общем, производит впечатление человека, по мнению многих наших экспертов, что человек разбирается, в общем, в экономике, он регулярно заявляет и публикует посты, что вот обнаруживает какие-то слабые места. Вот вчера буквально писал, что у нас непонятки со стоимостью аренды и налогов на землю, и призвал привести, значит, это все в порядок, потому что где-то бизнес платит излишне мало, где-то платит излишне много, муниципалитеты не хотят информировать. Вот разве это не шаг как раз в сторону того, чтобы упорядочить всю эту историю и позволить развиваться экономике? Но первое, я скажу так, что земельными отношениями у нас действительно запущена ситуация, и не только в Уфе, и в Башкирии. И очень часто бывает, что когда стоимость земли, с которой платится налог земельный, оказывается, скажем так, в разы больше или меньше, чем с соседним. И это связано, прежде всего, работой оценщиков. Если брать честно, крупные компании, которые сильно теряли от завышенных ставок, они делали переоценку и потом подавали в суд, выигрывали. В частности, в Салават очень сильно проиграл, когда ему выставили счет, то есть обратный, то есть они произвели перерасчет. Это Газпром Хим. Сейчас, да? И там суммы были очень большие. И я бы то, что сейчас по упорядочению, если действительно это пойдет работа, то это будет плюс. И самое худшее, дело в том, что вот смотрите, сколько у нас скандалов прошло и идет. Ни одна оценочная компания, которая этим занималась, не потеряла. Она как вот работала, так и работает. Куча оправданий. Дело в том, что если было наказание, санкции за это, что неправильно оценили, даже сам факт неправильной оценки в большую или меньшую степень, и наказывать конкретно рублем, я думаю, быстрее был бы наведен порядок. Потому что тогда они более внимательно относились к своим обязанностям. Понятно. Вот вы регулярно публикуете свои соображения по поводу каких-то крупных инфраструктурных начинаний или хотя бы идей что-то начать. Вот последнее, по-моему, я видел по поводу железной дороги в Уфе, вокруг нее. Эти вещи, которые обсуждаются годами, как то там трамвай в Уфе, троллейбус, развитие, восточный выезд и прочее. Вот мы в программе «Транспортный час» с Олегом Арефьевым всякий раз, когда обсуждаем, мы тоже приходим к выводу, что, в общем, местами где-то точечно что-то у нас пытаются сделать, деньгами залить, но нет системного подхода, нет понимания, что нас ждет в конце. Согласны ли вот с этим тезисом вы, именно в транспортной отрасли? И можете ли выделить все-таки из этих глобальных каких-то проектов действительно то, что нам вот реально нужно? Ну, например, вот эта электричка нам нужна, скажете вы, или нет? Ну, я скажу так, что глобально, если говорить транспортно-логистическая система Уфы, она развивается по произвольным решениям власти. Почему это происходит, мне трудно объяснить, потому что со многими, с кем я беседую, они
соглашается, кивает. И второе, мы очень много болтаем. По городской электричке, я скажу так, дорожную карту подготовили еще год назад, но она не принята. И когда будет принята, неизвестно. Второе, у нас нет системы. Вот понимаете, как вот вроде у нас сильная голова, да, а лебедь, рак и щука. Вот в Минтрансе принимается одно решение, а город протаскивает другое. И в результате вот этот начинается хаос. Я считаю, городская электричка нам нужна. Второе, нам нужны 2 магистральные дороги. Это Дема Интернациональна и также вдоль Уфимки автомагистраль, через проходящая, в конечном итоге связывающая с восточным выездом, это Зеленая роща Сипайлова. По берегу, что ли? По склону? А? По склону прямо или на том берегу? Прямо по реке. Вдоль, примерно как западный диаметр, то есть это вдоль железной дороги, то есть там есть возможность, и это можно сделать. То есть не разрывая дальше... гору можно это сделать? А? Пытаюсь вспомнить, Нет, там крутой склон, то есть это... Нет, там все это можно решить, просто это долго объяснять, времени мало, да. А дальше обязательно надо делать продление проспекта Салавата Юлаева, и его надо делать к пересечению улиц Ульяновых и Интернациональная, потому что то, что сейчас пытается сделать, там получается как раз на въезд в Черниковку из проспекта, и там получается очень большой узел, который, в случае чего, что происходит, блокируется весь выезд. Что это противоречит вообще системе, это АЗАМ транспортного сообщения. Вот основное то, что есть, и трамвай нам нужен, но трамвай нам нужен не как в генплане пытаются 100 километров там сделать, а нам нужно, первое, это соединяющая ТПУ правая, белая, новая парковая, они по проспекту проходящая и Черниковку. В Черниковке, я считаю, надо пересмотреть расположение трамвайных линий, потому что они идут по второстепенном направлении, и в результате нет наполняемости трамваев, и каждый рейс генерирует убытки. Трамвай может генерировать прибыль, но для этого он должен идти по наиболее интенсивно пассажиропоток. Второе, я считаю, трамвай должен быть Зеленая роща Черниковка, проходящая через Сипайлово, и Зеленая роща с центр, и трамвайная линия должна соединять центр Сипайлова. Вот примерно, я считаю, вот такие направления, если сделать, это где-то будет, порядка 30 километров. Всего-навсего. Вот хотел бы уточнить, то, что вы сказали, правое и белое, это вдоль Зорги, правильно я понимаю? Ну, условно говоря, вот здесь вот, трамвайная линия. Трамвайная линия должна проходить по проспекту. По самому проспекту? По центру, как раньше? Я считаю, не по центру. Дело в том, что такое, когда по центру очень интенсивно, где движение, будет трамвайная линия, это мы сразу планируем очень многое количество ДТП. Потому что вы сами знаете, хоть мы там будем делать кучу переходов, люди будут бежать, когда увидят подходящий трамвай. И особенно в гололед, плохой видимости, они будут попадать под машину. Надо делать другие решения, надо смотреть, чтобы вот таких пробежек у людей не было. Угу. Нам тут пишут, наконец-то про болтовню дождались. День не зря прожит. Это вот вдогонку того, что вы сказали. Об этом мы и поболтали. Да, у нас тут работа такая, в конце концов. Мы действительно должны проговаривать то, о чем важно сказать, и как-то отрефлексировать, что ли. Так, вот есть, помимо таких инфраструктурных вещей, еще затратная статья для Уфы актуальна. Это такой крупный профессиональный спорт. Хоккейный клуб тот же Салават Юлаев, футбольный клуб Уфа, который вроде предыдущие годы славился тем, например, что он был не убыточным, а наоборот прибыль генерировал, но все-таки в целом у нас в стране, в регионах, как минимум, все эти вещи требуют бюджетных вливаний. Вот как вы относитесь, насколько это нужно, оправданно, или все-таки нужно от таких вещей отказываться, особенно в трудный период? Я считаю так, что если профессиональный спорт,
то он должен зарабатывать. Я скажу так, что в Евролиге, когда Барселоне попытались выдать субсидию, ее наказали за это и потребовали, чтобы субсидию, это Евросоюз, вернули. Потому что они сказали, вы коммерческая структура и со всеми вытекающими последствиями. Я считаю неправильно, когда у бабушек, дедушек забирают деньги и начинают тратить на физически здоровых, крепких людей. Надо менять условия их деятельности. Почему хоккей США, Канаде приносит прибыль? Почему в Европе приносит прибыль, а у нас убытки? Это надо смотреть, разбираться. Я не специалист в профессиональном спорте, но если они там могут, значит и мы можем. Надо менять приоритеты. Ой, ну вот я как посчастливился побывать в Вашингтоне на матче команды, там очень дорогие билеты, и все, что сопутствует игре, стоит очень дорого. И, в общем, мне стало понятно, как они зарабатывают. А мне кажется, у нас люди не потянут такие затраты. Ну, вы знаете, заработки наших звезд выше, чем в Штатах. Начнем с этого. А за счет чего? За счет дедушек и бабушек. Вот. Вот этот вопрос, это очень важен. Я хотел бы, чтобы... что такое дорого или дешево, да? Дело в том, что есть люди, которые могут это оплатить. Надо смотреть платежеспособный спрос. И взять многие затраты, которые там происходят, у нас они значительно дешевле. И поэтому вот эти все доходы, просто их надо правильно поставить, генерировать и перевернуть эту пирамиду. И если у нас, допустим, футболисты, если зарабатывают больше, чем в Европе, а играют хуже, чем в Европе, это говорит о плохом менеджменте. Угу. Ваше мнение понятно. Смотрите, возвращаясь к экономике республики и конкретно Уфы, буквально вот перед началом эфира увидел статистику любопытную. Она, конечно, может быть, не отражает абсолютно всю реальность, но все-таки красноречивая. По данным интернет-магазина AliExpress, Уфа среди 13 городов России, включая Москву и Петербург, оказалась на 13-м месте по покупательской способности. Там, при том, что, например, в Москве 45 тысяч рублей, по-моему, у нас 37, и мы оказались вот в самом хвосте списка. И я спросил, значит, а что это значит? Мне объяснили, что это значит, что уфимцы, клиенты Алиэкспресса конкретно, покупают в среднем товар дешевле, чем жители соседней Казани, Москвы, Петербурга и даже Калининграда. Вот, на ваш взгляд, эта статистика, она совершенная случайность, как бы, которая говорит лишь о том, что в Алиэкспрессе происходит? Или это о чем-то говорит более глобальном? Это закономерный фактор, который идет у нас. Но дело в том, что надо еще учитывать, что многие у наши услуги, допустим, коммунальные, они выше, чем в Москве. Вот я недавно беседовал с москвичкой, вчера, вот, она стала пожаловаться на свои затраты, я спросил, а какие? А вы знаете, на тепло они меньше платят. То есть ЖКУ в абсолютном выражении меньше, прям в рублях, не в относительном? В рублях. Но, понимаете, есть понятие получить деньги, а есть структура затрат. Так вот, у них структура за счет того, что первое, что они меньше тратят на жилищно-коммунальные услуги. Дальше есть система дотации и помощи семейной политике. Вот, и там у них, понимаете, зарплата реальная больше. У них где-то в Москве 90 тысяч – это нормальная зарплата. Я недавно беседовал с одним институтом и с удивлением узнал, что у них уборщица получает 80 тысяч. Но вот можете представить, у них уборщица получает, а у нас ведь хороший специалист столько не получает. И поэтому мы на 13-м месте. И потом, а что у нас такого развитого? Мы же стали середнячком, поймите правильно. Нам надо менять позиции и надо заново как бы вот сделать обновление. Это самое главное сейчас для нас. Нет, окончательно мы же живем, вот жизнь, она постоянна. Человек может умереть, а система, она постоянно работает. Кто-то вырвался вперед, кто-то опоздал и так далее. Посмотрите Китай, какой рывок он сделал за последние 50 лет. Или же взять Сингапур, или взять другие. То есть они же за короткий период сумели пройти. И у них зачастую стартовые позиции были от тех стран-лидеров хуже, чем у нас. Возьмем Польшу.
Да, но это мы уходим уже в глобальные вопросы там национальной политики, и, в общем, сейчас мы пытаемся как-то обсуждать, что же у нас в регионе, почему мы отстаем даже в условиях вот тех реалий, которые есть в России, но при этом какие-то субъекты, даже области, я не говорю про республики, развиваются, а мы все никак не можем. Хотя надеялись вот в последнее время, что у нас это начнется. Вот... На ваш взгляд, выборы, которые в этом году у нас планируются, в частности, в Горсовет, опять же, не будем о глобальном, а о Госдуме, они способны как-то изменить ситуацию к лучшему? Например, если в депутаты Горсовета пройдут люди, которые, ну, системно ближе, что ли, к нынешнему руководству? Или это бесполезно? Вы знаете, в Горсовете в основном ближе к застройщикам. Если посмотреть, они лоббируют интересы, чтобы пройти в Госсобрание, это не Госсобрание, а Горсовет, да, нужно не менее 1,5-2 миллионов затратить. Это минимум. Ну да. У вас есть такие деньги? Лично нет. Вот. Это же не просто, это большие шансы, что ты пролетишь. Ну да. Это То еще есть ты можешь оказаться вторым, третьим, и это не факт, это не гарантия. И здесь очень много работает, то есть те, которые вкладывают эти деньги, он, естественно, ищет, как бы их отбить. И, естественно, находят. Вы знаете, вот поэтому, да. Здесь понятно. До этого мы упомянули вот историю с платежами за отопление, сравнили с Москвой. Несмотря на то, что у нас немного времени, вот на ваш взгляд, те требования, которые активисты предъявляют к властям о снижении тарифа, насколько реально, чтобы эти требования были удовлетворены? И чтобы после этого все-таки ситуация не ухудшилась там, с точки зрения качества услуг. Вы как экономист, вот как оцениваете? Эти тарифы действительно первое, будут ли они удовлетворены, не будут, я не знаю. Это мы не знаем, да. Вот. А обосновывать, вы знаете, за последние 6 лет тарифы увеличились на 40%. Раньше же они могли жить при худших тарифах. Они аффилированы с генерирующей компанией, которая им дает соответствующий отпуск тепла. Я считаю, что цены завышены. Это можно отрегулировать. Но для этого должен быть жесткий председатель комитета по тарифам, умеющий отстаивать интересы наших граждан. Второе, а почему мы только занимаемся монополистами? Можно создавать автономные котельные. И вот по моим расчетам, так как вот я сейчас начал заниматься, получается так, что если строить котельную с кредитом на 8 лет, то в тариф вы добавляете 16 рублей. И если взять все, оплата газа где-то порядка 800 рублей, то есть если все посчитать, там где-то будет на 30% ниже. Надо развивать альтернативные источники поставки тепла, и тогда тот же монополист, он тоже, они же не глупые люди. Понятно, либо они потеряют полностью рынок, либо... Вот. Придется что-то делать, двигаться, навстречу запросам потребителей. Конечно. Ну что ж, наше время истекает, и я благодарю нашего сегодняшнего гостя и эксперта, экономиста Рустема Шаяхметова. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире.